Так, началась очередная сессия Госсовета, и сейчас мы подойдем к Альберту Алексеевичу. Вот он продолжает свою одиночную акцию возле Госсовета, и прочитаем вот его плакаты. Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Это Расул Гамзатов и «Есть ли у меня отечество». Здравствуйте, Альберт Алексеевич. Можно с вами пообщаться? Да. Расскажите, пожалуйста, что за акция у вас сегодня проходит здесь? Дело в том, что удмуртский этнос исчезает, и я не могу равнодушно смотреть. Я желаю, чтобы все народы были вечными, все языки великие, и они должны культивироваться, жить и не умирать. Но если я не подам голос, депутаты не предпримут решения, шаги, не предпримут мероприятия, чтобы спасти язык и культуру удмуртскую. И, соответственно, этнос сам собой отомрет. Нужны решительные шаги. Нужно защитить язык через Министерство образования, через другие ведомства, чтобы язык был востребован везде, в государственных учреждениях, в общественных местах, чтобы удмурты не чувствовали, что их язык является второстепенным. Он должен быть равным, как это прописано в нашей демократичной Конституции Российской Федерации. А пока что Конституция нарушается равенство языков. В государственных учреждениях язык не востребован, чиновники не знают его, и, соответственно, получается на практике только один язык функционирует, русский. А тогда как у нас по Конституции Удмуртской республики два государственных языка. Язык должен быть и на вывесках, на плакатах, на лозунгах, и в общественном транспорте, и чтобы удмурты не чувствовали себя людьми второго сорта. Какое вы обращение бы хотели, кратко сказать депутатам Государственного Совета через это послание? Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики должны бы принять закон о внесении изменений в системе образования. В школе удмуртский должен преподаваться во всех школах. И все учащиеся Удмуртской Республики должны изучать удмуртский язык наравне с английским языком. Русский язык, он шире используется, предметы на русском, а в начальных классах предметы тоже надо на удмуртском языке. И математику, и литературу, и естествознание. Вот предметы разные должны быть на удмуртском языке. В Татарстане предметы и в средней школе изучают на татарском языке. У них есть факультеты, где преподают на татарском языке. И это правильно. И иначе язык просто исчезает, удмурты ассимилируются, и на сегодняшний день за историю ассимилировано уже
десятки языков, десятки народов. Весь, Меря, Мурома, исчезают уже Водь, исчезают и жорцы, и на очереди карелы, Эрзя, Мокша. Вот. И если не предпринять меры, в ближайшее время за несколько десятилетий удмуртский язык исчезнет. А язык великий, культура самобытная, любой народ самоценен. Если растения, животные заносятся в Красную книгу, то тем более надо защищать этносы. Иначе это будет позор для Российской Федерации, если не разработать государственную программу. Должна быть национальная политика по защите удмуртского языка и удмуртской культуры. Вот возьмем дома культуры, там везде русский язык, и не должны удивляться, если удмурты скажут: нам нужны удмуртские центры, удмуртские дома культуры. Согласно Конституции, права равные, и должно быть равенство. Вот до тех пор, пока сюда не пришли колонизаторы, все удмурты разговаривали на своем родном языке. До 1929 года все удмурты владели родным языком, а сегодня владеют только треть удмуртов, и это в основном старшее поколение. Дети сейчас русеют. Вот нужно принять решение в Госсовете, чтобы в удмуртских садиках удмуртских деревень, чтобы разговаривали на удмуртском языке, чтобы все дети удмуртских деревень росли на родном языке, иначе они не будут впитывать народную мудрость, народную культуру, и это условие для исчезновения этноса.